Мамы погибших в ту роковую ночь ребят давно убедились – время – плохой лекарь. Они не забывают о сыновьях никогда, но здесь, на фоне целой аллеи саженцев, посвященных таким же погибшим бойцам, материнскому сердцу становится еще больнее. Когда просыпаюсь, у меня перед глазами он стоит и ночью, и днем. Даже ни секунды нету, у меня перед глазами его нету. Он для меня живой сейчас. Приходить на мемориал памяти и славы 22 июня для этих семей уже традиция. Их сплотила общая боль, которую с ними разделяет весь ингушский народ. Это был страшный удар в день памяти и скорби для российского народа, начало Великой Отечественной войны, когда по стране проходят траурные мероприятия, в Ингушетии погибают десятки невинных людей. На траурном митинге вспоминают как ветеранов Великой Отечественной, так и ингушских сотрудников, трагически погибших в 2004-м. Когда ты читаешь года рождения и смерти этих молодых ребят, невольно захватывает дух. А смог бы я на их месте, в их возрасте, быть таким же смелым, мужественным? Мы будем помнить об их подвиге. Это день сплочения, это день единения всех народов великой страны, для того, чтобы мы в будущем избежать, во-первых, таких трагедий, и во-вторых, если даже кто-то будет покушаться на нас, мы можем единым фронтом показать, что они получат достойный отпор, и они будут разбиты, как и в 1941 году. Последние 8-9 лет Ингушетия развивается стабильно. Ингушетия показала, что она способна развиваться. У Ингушей есть хорошая перспектива. И мне кажется, вот сейчас Ингушетии нужно больше стабильности, больше тепла, больше хороших взаимоотношений и единения. Мне кажется, у ингушей хорошее будущее. За несколько часов бандиты расстреляли более сотни молодых мужчин. Дети многих из них помнят своих отцов только по фотографиям, а кто-то и вовсе родился после смерти отца. Их учат не злиться на судьбу, любить родину и гордиться родителями. О том, что народ не сломили, свидетельствует и выбор будущей профессии сыновей погибших сотрудников. Многие из них знают, что пойдут по стопам отца. Не легче и тем, кто тогда был в строю. Оставшиеся в живых дали отпор преступникам не только в ту ночь. Правоохранительными органами проделана колоссальная работа для стабилизации обстановки в регионе. В 2004 году я проходил службу в Сунженском РОВД и непосредственно сам был участником тех событий, которые произошли в ту ночь. Это варварское предательское нападение международного терроризма в лице самого подлого и низкого человека, это Шамиля Басаева, которые унесли жизнь многих десятков моих коллег, моих друзей. Это была страшная трагедия, страшное время. И вот в таких двух словах все эти чувства не объяснишь. Конечно, сегодня, вот видя все те перемены, изменения, которые происходят в жизни, сегодня понимаю, что не напрасны были вот все эти жертвы, все эти ребята отдали свои жизни, чтобы сегодня мы здесь с вами и многие другие наши жители нашего народа могли мирно сосуществовать, развиваться. Председатель правительства Руслан Гагиев от имени Юнусбека Евкурова выразил соболезнования и поблагодарил семьи защитников Родины. Сложно выразить слова переживания и боль, которые испытываешь, вспоминая эти трагические дни. Ничто и никто не сможет нас сломить и заставить свернуть с пути мира и созидания. Не только радость, но и горе сплачивают людей. Сегодня, отдавая дань глубокого уважения и преклонения, мы вместе с их родными и близкими чтим память о всех погибших в ночь на 22 июня. Цветы, возложенные к вечному огню, традиция скорее символическая. Траурный митинг завершается молитвой за погибших героев. Стержень народа помог справиться с каждой волной невзгод, что обрушивала судьба на ингушей. Но пусть 22 июня 2004 года будет последней черной страницей в истории ингушей. Зарима Ивлоева, Тамара Цицкиева, Рамазан Миржоев. Новости 24.